Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Против апартаментов собрание общественности Гулрыбского района состоялось в Агудзере. Вакуумная техника и технологии. Научно-технический семинар с участием абхазских ученых физико-технического института и их российских коллег проходит в Сухуми. Международный фестиваль классической музыки открылся в Пицунском храме. Фестиваль благотворительных и часть заработанных средств передадут фонду Ашана. Адгур Ашуба назначен заместителем руководителя администрации президента Республики Абхазия. Указ об этом подписал глава государства. В соответствии с распоряжением Аслана Бжани Адгур Ашуба освобожден на должности советника президента. Ашуба был советником президента с 2020 по 2023 годы. Собрание общественности Гулрыбского района на тему противодействия проекту закона об апартаментах состоялось в Агудзере. В мероприятии приняли участие депутаты парламента и районного собрания, общественные и политические деятели, представители штаба по противодействию принятия закона о продаже апартаментов иностранцам. Ауе дынхарца халшо. Нас апартамента дынхарца алшома ялшо. Шарта Россиямой. Шарта Россияма убрём. Ярлас набри хада хкылар. Хубаф байн яха жашк сырыла. Абриапсны. Хара ванза 5% хамзи. Уже 5% гихалазом. Хажака янамго. يحوى كتسكك أمامك بس يقلط حتقل زاشة إزبنزر وسيقو بابسبرة تميلت ورواستني حخلق در خبزكون كوشك درقلر تيالاقود ويقاملر تزلشدزو وبريزك حز خسرو بيحكبانرو أخا يبنزك خويرا ديبوتات شجرمش برين ردركلو أتشنه А парламент абрия налацәаҩаҽны згәы было згәы ҳацҳаҵа иҟоу зегь рахь схырхынаҳәара ҟасҵар сҭахуп, аисра аҭахӡам, аиқәԥара аҭахӡам, убра шәнеины баша шәҩагылар, ауаа шәырбар, убри илакҩаклагьы шәанибалак аҽакала дазхәыцуа далаго шәызбот. Убригьы аӡә дыднакылар ҟалот. Алшара змоу зегьы убра Ашәа шәнеины шәҩагыларц аҳәара ҟасҵот. Абри азакәан анаҳашьҭи нас ҳхы ҳаслот знык иҳадаҳкылар, нас ргьежьышьа иуӡом. Иуҭаху ҟаҵа, ҳара ҳцаны аурыс ҳазиабашьӡом. Ҳа ҳакәым адунеи зегьы агрылшом иабашьны, ҳара шәнызқьҩык иҳалшо аурысеиҿы. Аха иҳалшо убриоуп, ҳхы аларҟәра аҭахӡам, аҿагылара ҳалшо. Ажәлар ирҭахымхар мчылагьы гизааӡаӡом. Иахьа аԥсуаа Аԥсны хыԥхьаӡарала ҳаиҳауп. Хыԥхьаӡароуп иахьа шәара ишеилышәкаауа ишыжәдыруа еиԥш. Оуп аполитикагьы ҟазҵо, аекономикагьы ашьаҭа зку ахыԥхьаӡароуп. Убри ахыԥхьаӡараҟны ҳара ҳаиҵахар иаарго амилаҭ аекономика рнапахьы иааргар, уи ҳаԥхьаҟа аекономика знапы иаазго уаҩы ҳаԥхьаҟа аполитикагьы инапахьы иааиго. Уи умак аамҭа аҭахӡам. Ҳара ҳгәанала жәашықәса рыҩныҵҟа аԥсуаа ҳалаӡҩыр ҟалот абри азакәан, абри ахлымӡаах. Убри аҟынтә ҳара досу араионқәа рҿы, досу адепутатцәа ахьалырхыз аҭыԥқәа рҿы ҳгәы иаанагот аицәажәара аҭахуп, адепутатцәа иалышәхыз, араион аҿы иалышәхыз ирацәажәатәуп, иразҵаатәуп, абри ргәаанагара иаҿагыло, иаҿамгыло. Избанзар аиаша шәасҳәот, сара аибашьҩык иаҳасабала
сақәгәыӷӡомызт. Ижәижәаба шықәса рышьҭахь еиҭа азҵаара цәырҵыз аҟазараи аҟамзараи ҿыц ҳҭазгало азакәан ҳадаҳкылоит ҳәа, убри ахаангьы сақәгәыӷӡомызт. Убыс иҟамлаат ажәлар ҳара ҳадгылаӡом ҳәаны, нас абжьыҭирахь ианнеиуа абжьыҭира аҟны абжьарҭар. Убри аҟынтә ҳара ажәлар рлахьынҵа ахьырӡбо аҭыԥ аҟны, аҭыԥқәа рҟны дахьалырхыз адепутат иаахтны игәаанагар иҳәаат ҳәа ауп сгәы иаанаго. Ари азҵаара ҳаналацәажәо, ианалацәажәо, уас исҳәап, даараӡа ласы-ласы ирҳәо абри акәым. Абри закон иҳадҳкылны аусура иалагар, ирԥхаӡоит, сиа ду ирымоуп, аусқәа зегьы проблемқәа зегьы иаҳӡбоит ҳәа. Избанзар иара азакон ирашьаны ԥара ҳазанагоит. Апартаментқәа ирашьаны ԥара ҳазанагоит. Зынӡа еиԥшу ҭоурых иахьа саԥхьаз акы шәасҳәар сҭахуп, история еиԥшуп Туртула. Туртулагьы туризм ану Анталиа Аланиа абри раионқәа. Ажәлар излабзазо туризм акәуп ари раион излысҳәақәо. Иахьа зынӡа иду сözcü ҳәа турецки газетак аҟны ажәабжьк саԥхьеит, уже бара иасыртны исҳәаргьы иауеит, аха период ҟасҵоит, изҭаху исырбаргьы иауеит, абас иануп. Ажәлар иашшуоит, игәамҵуеит, избанзар агьи ҳәынҭқәа рқәынтә иааиз милләҭ рхаҭарнахьча оҭаққәа архәит, гостиницақәа архәит, апартаментқәа архәит, дара уа иаанхоит, иааиуасызшәагьы уа ирыдыркылоит, ԥара иадырҳәоит, ауа иаанхо ажәларгьы ԥарада иаанхоит, периблда иаанхоит. Ари ирҳәо ус ԥара анагом, наоборот, обычно туризм иҳазанаго ԥарагьы иланарҟәуоит. Аџьы ишеиҳәар, апартаментқәа ирачаӡа ԥараго анагоит, ауи мцуп. Самый главный фактор, который мы вот при этом законе можем потерять, это не деньги. Самое главное, что мы можем потерять, это землю. Если у вас нет земли, значит, вы здесь не живете. Вот давайте кто-нибудь из вас, может, кто сколько земли имеет в Москве. Поднимите руки, скажите, кто может иметь землю в Москве. Может, кто-то из вас имеет землю в Сочи. Если у вас есть земля, и вы способны, вы на ней стоите, значит, вы представляете уже какое-то значение. У вас пытаются отобрать землю. Это закон об апартаментах, это закон о земле. Потому что апартаменты в воздухе не висят. И когда вам приходят и говорят, что земля в Абхазии не продается, она не продается на бумаге, но она будет продана. Потому что то здание, которое они построили, в которое вложили миллиарды, вы это здание уже не сдвинете. И землю под ней вам обратно никогда не вернут. Если мы примем этот закон, наше будущее будет очень простым. Чтобы вы понимали, вся прибрежная зона будет уже не наша. Потому что цены на недвижимость вырастут. У нас огромный объем проблем. В каждой семье проблемы. Если у нас есть какие-то небольшие участки, люди будут их продавать, пытаясь решить свои проблемы, надеясь, что они встанут благодаря этому на ноги. В конечном итоге все, что у нас есть вдоль берега, мы потеряем. Вернемся, уедем в предгорье, если нам позволят еще, если они до туда тоже не дойдут. Уже дошли. Да, уже дошли, уже доходят. Вот это самое главное. Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Сирийской Арабской Республики, представителя абхазской диаспоры, генерала Уалида Маршана База. Семья Маршан хорошо известна в Сирии. 3 братьев – Мамдух, Шараф и Уалид – были военными. Старший брат Мамдух Маршана База был командующим ВВС Сирии. Другой брат Шараф Маршана База – военный врач. Трижды избирался депутатом парламента Сирии. Супруга Уалида Джансет Казенба также избиралась депутатом парламента. Сам Уалид Маршан стал самым молодым генералом сирийской армии, удостоившись этого звания в 31 год. Уалид Маршан скончался в 2017 году и похоронен в пантеоне государственных деятелей Сирии. В 2019 году в сквере перед зданием Госкомитета Абхазии по репатриации был торжественно открыт памятник Уалиду Маршан. Автор памятника – скульптор Виталий Джения.
На Абаза ТВ продолжается трансляция цикла документальных авторских фильмов военного корреспондента Тали Джапо Айбушрам Шинца. Очередной 13-й фильм из цикла об июльской операции Отечественной войны народа Абхазии смотрите после новостей в вечернем эфире. Всего в цикле более 10 фильмов. Машина говорит, зимная снаряда машина я и машина гиблит юрис хаги вахадас тахм химзе нас собра командир роты Валера Делба мне снаряд и кахаз осколок ибгаях выги химзе добра мне собадр дах канзе Абаза ТВ продолжает показ видеороликов в рамках проекта Акшилоцера с размышлениями государственных и общественных деятелей и представителей творческой интеллигенции по актуальным вопросам строительства государства, национальные идеи, темы Апсуара. Сегодняшний ролик с участием историка, этнографа Шалвы Налапа. Испанакзер хара знала от шажера. يا شنو حوزر هبر برا هادروي أخا نلقانا وثقنا أو يخشى أزدارك ركور قلري رمى بقري رقنا همجانو يرحوت أبسوار رنحج أجيالو أبسنه شدة بشمة دمم زايد الحول حاز خطي بريا أجل رحمته بريا أجل رحمته ريو محل جسم حل أجل رحمته أبسنا شدة بشمة دمم زايد أخا أبسنا بشيم خر أبسنا يزنقهم قر احنا تكرر يمتزاقون ززوز دز يندقيت يبدقيت الحول وبريحة خانزة حزتقلو يلقاني حمز روب يزشاد جودا حزشب خشودا Третий подсудимый дал показания по делу о тройном убийстве на набережной. Дату Ахалая, как и все остальные подсудимые по делу, отрицает свою причастность к убийству Алхаса Авицба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава. Он ответил на вопросы стороны защиты и судей. Общаться с гособвинителями, адвокатом потерпевших отказался. Репортаж о заседании суда в ближайшем эфире. Уполномоченная по правам человека Анна Скишмари посетила жительницу Гала Ямза Агумава в связи с ее открытым обращением к представителям власти Абхазии. Оно связано с исчезновением ее дочери Нати Бахтадзе, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека. Анна Скишмари рассказала, что находится на связи с руководством правоохранительных органов, которые задействовали все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для поиска Бахтадзе. По заверениям представителей правоохранительных органов, они располагают определенной оперативной информацией, которая не подлежит огласке. Кишмари заверила Агумава, что правоохранительные органы страны со всей ответственностью расследуют ситуацию. Около 50 тысяч штук сигарет изъято на посту ПСОВ, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. В зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению экспорт остановили и осмотрели автомобиль под управлением гражданина Российской Федерации.
В багажном отсеке и в задней части салона были обнаружены и изъяты 49 600 штук сигарет. Все материалы по данным административного правонарушения переданы в отдел дознаний и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В Республике Никарагуа прошло торжественное заседание, посвященное 44-й годовщине основания военно-воздушных сил. В нем принял участие чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладари. На мероприятии присутствовали президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, вице-президент Росарио Мурильо, спикер парламента Густаво Парас, а также представители правительства и дипломатического корпуса. Научно-технический семинар «Вакуумная техника и технологии» с участием абхазских ученых физико-технического института и их российских коллег проходит в Сухуми. Ученые рассматривают актуальные прикладные вопросы в технологиях, задействованных в самых разных отраслях. Но мы сегодня приехали для того, чтобы наладить контакты с учеными Абхазии на предмет возможного сотрудничества. Мы хотим рассказать о том, чем сегодня занимается российское вакуумное общество, какие у нас есть технологии, какое есть производство. Значит, наша задача наладить контакты и очень желательно, чтобы проводить аналогичные совместные мероприятия ежегодно. Значит, мы расскажем о том, какое вакуумное оборудование могут использовать в своей работе сухумские специалисты. Нам известно, что есть вопросы, связанные с тем, чтобы реализовывать различные вакуумные технологии на сухумских предприятиях. Ну и с удовольствием просто поделимся нашим опытом, технологиями, расскажем, где приобрести оборудование, как необходимо определять различные неплотности в вакуумных объемах и вакуумном оборудовании. Репортаж о научно-техническом семинаре «Вакуумная техника и технологии» с участием абхазских ученых физико-технического института и их российских коллег смотрите в ближайшем эфире. Детский лагерь «Апейпш» завершил свою работу, сообщает Апснепресс. 30 детей из разных районов Абхазии, находящиеся под сопровождением службы социальной поддержки детей, семей и общественной организации «Киарас», отдохнули в нем. В течение 2 недель прошли лекции и мастер-классы. Детям также организовали увлекательные экскурсии по достопримечательностям Абхазии. Они научились работать в команде, развивать свои способности и укреплять социальные навыки. Работу детского лагеря «Апейпш» организовали сотрудники и волонтеры благотворительной и общественной организации «Киарас» при поддержке Сухумского офиса детского фонда ООН. С сегодняшнего дня в Абхазии вступил в силу закон о запрете появления в общественных местах в купальных костюмах и обнаженном виде. Нарушители должны будут выплатить 6 тысяч рублей. Такие изменения внесли депутаты парламента республики в Кодекс об административных правонарушениях. По словам депутата Даута Хутаба, поправки касаются не только гостей Абхазии, но и местных жителей. А при подготовке изменений учли опыт других курортных стран. К новостям культуры. Первый Пицунский международный фестиваль классической музыки открылся в Пицунском храме 31 июля. Его участниками стали молодые музыканты из России, США, Канады, Армении и других стран мира. Впервые в Абхазии проводится мероприятие такого масштаба. При этом фестиваль еще и благотворительный. Часть заработанных средств будет передана фонду Ашана. На открытии фестиваля побывали наши корреспонденты. Впечатлениями поделится Марьяна Котова. Свежо и современно, несмотря на возраст произведения, инструмента и храма. Звучит классика в исполнении молодых музыкантов. Придать новое дыхание музыкальной жизни Абхазии. Познакомить жителей республики и гостей с нетленными произведениями искусства так, чтобы заинтересовать, влюбить в музыку и место, где она исполняется. Одна из основных задач организаторов первого Пицунского международного фестиваля классической музыки. Это фестиваль о Пицунде, о ее возможностях, о ее потенциале, о ее перспективах. И все это про Пицунду. И все наши гости, кто приехали, они все
в восторге. Они понимают, что здесь действительно многое можно прекрасное вместе сделать. Они вот заехали в Абхазию и увидели, как природа дышит. И это оставило им вот такой след. Я думаю, что в будущем вот это вот все их воспоминания, конечно же, будут опять их приводить в Абхазию. Я думаю, что и их друзей, и так далее мы будем расширяться. И у этого фестиваля очень большие возможности, потому что наш город, он готов стать местом притяжения. Международный фестиваль вырос из благотворительного концерта, который ежегодно, начиная с 2014 года, проводил благотворительный фонд социально-культурных инициатив. Целью проведения благотворительного концерта было привлечение средств бизнеса, общественности для оказания помощи детям, нуждающимся в специализированном и высокотехнологичном лечении. Более 1 600 000 рублей собирали за все предыдущие года, и все средства мы передавали в фонд Ашана на лечение тяжелобольных детей. И мы очень заинтересованы в том, что помимо туристического потенциала, да, в городе Пицунда, что мы развивали культурные тоже, да, мероприятия, концерты. Надеемся, что такими подобными мероприятиями мы тоже будем развивать имидж Абхазии во всем мире, в том числе. И, в принципе, совместными усилиями во благо нашей республики и во благо благотворительного фонда Ашана. Часть вырученных средств от реализации билетов на концерты фестиваля пойдут на лечение подопечной фонда Ашана Аслана Джинжоли с диагнозом несовершенный остеогенез. Для фонда подобные мероприятия – хорошее подспорье, так как зачастую на терапию детей необходимы огромные суммы финансовых средств. Такого рода помощь очень важна, особенно в этот период, когда у нас ведется сбор средств на тяжелобольного ребенка, и сумма сбора превышает 1,5 миллиона рублей, и силами только граждан очень сложно собираются такие крупные суммы, поэтому вклад фестиваля в этом смысле имеет очень большое, огромное значение. Мы надеемся, что в период прохождения фестиваля залы будут заполнены и сумма будет собрана существенная. В 2019 и 2020 годах благотворительных концертов в Пицунде не проводилось. За 2 года пандемии публика соскучилась по культурным мероприятиям. И поэтому сегодня каждое выступление прославленных и начинающих артистов становится событием. Туристы, которые отдыхают в Пицунде не первый год, привыкли к тому, что летом здесь всегда есть кого послушать. И с радостью в один из вечеров посещают концерт в Пицунском храме. Когда мы пришли сюда в пятницу, вот в прошлую, мы были в таком восторге, просто в каком-то вот не забываем, вы знаете, когда чаша наполнена и не боишься расплескать вот это вот чувство прекрасного. Вышли отсюда и решили, что мы вот второй раз обязательно должны еще раз сходить, пока есть время, пока вот мы отдыхаем здесь. Вот вечер на самом деле не потраченный зря, а наполненный чем-то прекрасным. И для самих музыкантов фестиваль – важное событие. По словам Надара Чанба, народного артиста, дирижера и композитора, важно, что абхазскую музыку исполняют молодые иностранные музыканты. А фестиваль прославляет не свое имя, а то место, где проводится. Пропагандирует Абхазию, Пицунду, да, это очень хорошо. И то, что, допустим, музыканты из разных стран будут исполнять абхазскую музыку, это тоже очень важно. И эти музыканты, многие в основном, они первый раз приехали сюда, и я уже общался с ними, и мы рады, что уже вот такие профессиональные музыканты окружают нашего будущего дирижера. Без спонсорской поддержки даже самые талантливые артисты, даже при очень большом желании, не смогли бы осуществить своих задумок. Аквафонд традиционно поддержал проект, так как у руководства компании культурные и социальные инициативы всегда в приоритете. Тем более, если они сочетаются в одном проекте. Компания «Аквафон» несколько лет является спонсором данного прекрасного мероприятия. Мы очень рады, что на этот концерт большой, так скажем, ажиотаж. Люди с горящими сердцами пришли послушать прекрасную музыку. Этот проект прекрасен еще тем, что собранные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детишек подопечных фонда Ашана. Мы очень рады этому событию. И хотелось бы также сказать, что компания «Аквафон» уделяет особое внимание проектам, инициативам в области спорта, культуры, здравоохранения, а также благотворительности. Мы очень рады тому факту, что фестиваль обрел иной формат. Он стал международным, он смог привлечь музыкантов из разных стран.
И я уверен, что наши зрители и гости этого фестиваля получат массу положительных, приятных эмоций. Первый Пицунский международный фестиваль классической музыки продлится всего 5 дней. Музыканты из Абхазии, России, США, Канады, Турции и Армении исполнят самые разные произведения, как классические, так и народные. Марианна Котова, Сейта Бухава, Абазатова. Открытие 21-го международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава» приглашает. Состоится в Сухуми 26 августа. Знаменитый фестиваль классической музыки стартует с концертного исполнения оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Главные мужские партии исполнят прославленные оперные певцы Арсен Сагаманян и Владислав Сулимский. В роли Флории Тоски выступит Хибла Герзмава. Мероприятие состоится на открытой сцене, специально построенной на площади перед зданием Абхазского государственного драматического театра имени Чанба. Следующий концерт состоится 28 августа у Пицунского храма. Примадонна оперной сцены выступит совместно с лауреатами первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хибла Герзмава. К лауреатам присоединятся солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Полина Шароварова и студентка Академии русского балета имени Вагановой Кристина Чкото. Ведущий праздничных концертов, известный телеведущий Юлиан Макаров. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает в этом году проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Запланированы творческие встречи артистов с учащимися профильных музыкальных учреждений. Концерты будут также проведены в 18 городах России, Беларуси, Казахстана. Абхазия примет участие во втором международном детском культурном форуме. По приглашению Министерства культуры России делегация Абхазии примет участие в работе второго международного детского культурного форума, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве. Более 2000 детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья соберутся в Новой Третьяковке, чтобы обсудить темы, связанные с культурой, познакомиться с различными направлениями в искусстве, найти друзей и единомышленников, а также задать свои вопросы министру культуры России Ольге Любимовой. Анонс предстоящих событий. 20-й международный шахматный фестиваль «Абхазия Open 2023» стартует в Сухуми 2 августа в шахматной школе имени Анатолия Карпова. Турнир посвящен 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости Республики Абхазия. В рамках фестиваля будет проведено несколько турниров для шахматистов разных возрастов. Турнир «Д» среди спортсменов до 8 лет, турнир «С» среди спортсменов до 10 лет, турнир «В» среди спортсменов до 12 лет, турнир «А» основной. В фестивале планируется участие более 150 спортсменов из всех районов Абхазии и регионов России. Завершится турнир 12 августа. В завершении выпуска прогноз погоды. Второго августа в Абхазии ожидается переменная облачность. В первой половине дня местами возможен слабый дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый, умеренный 3,8 метров в секунду, температура воздуха ночью 21-26, днем 27-32. Температура морской воды 26 градусов, относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.